Конечно, пандемия коронавируса проверила на прочность практически все мировые экономики, обнаружила взаимосвязи, пробелы, провалы, и обнаружила в том числе в Кыргызстане ряд наших, скажем, болезненных точек. В частности, отсутствие экономической подушки безопасности. Тот же фонд материальных резервов больше похож на вывеску, чем на содержание, насколько я понимаю. И для нас это, конечно, повод не только пересмотреть кардинально саму политику правительства по бюджетированию, по распределению бюджетных средств, но и войти в режим жесткой экономии. Многие страны с более устойчивыми экономиками, они создали кризисные фонды. Сейчас вы говорите об открытии счета, это верно, но я считаю, что такая подушка безопасности в виде постоянного кризисного фонда, она должна быть. В развитых странах это от 15 до 20% госбюджета. Мы должны исходить из наших реалий. Это и поступление от экономии средств внутри бюджета, это и средства от тех предпринимателей, бизнесменов, которые вот сейчас заявляют о готовности перечислить. Также не нужно забывать, что есть у нас антикоррупционный счет, а также фонд президента, Турага, премьер-министра, да, которые могут быть аккумулированы в этих тяжелых условиях в единый кризисный фонд. И он должен действовать постоянно. Следующий момент. Конечно, вирус касается в большей степени здоровья пожилых граждан. Здесь большая беспокойность. Очень много пожилых людей находятся сегодня в зоне риска, находятся на дому, много одиноких пожилых людей. Нужно особое внимание уделить. И я считаю, мы говорим о медиках. Безусловно, их нужно поддержать, но также есть соцработники, которые должны приходить на дом. Сейчас нужно увеличить их количество и зарплату. Они должны приходить на дом к пожилым гражданам, к уязвимым категориям, приносить лекарства, продукты. Они находятся в зоне риска и контакта. Еще один момент, на который хочу обратить внимание. В обсервации находятся люди, действительно условия нахождения, может быть, не самые хорошие, но среди них очень много людей небедных, представителей детей, родственников, чиновников, олигархов. И поступает информация... 10 секунд. Поступает информация, что они, к сожалению, не понимают, что находятся в обсервации на карантине и требуют от медиков, знаете, поведения как от официантов или обслуживающего персонала. Я думаю, нужно обратиться ко всем нам, да, мы понимаем, что в тяжелых условиях это не... Наталья Владимировна, вы подняли очень хороший вопрос. Я думаю, вот эти вот трудности, которые наступили, нам и дает новые возможности по поводу пересмотрения нашего финансового состояния, состояния бюджета, пересмотреть и вообще процедуры внешнего долга, оплата, ихние сроки, реструктуризация и так далее, и так далее. Я думаю, новые возможности появились. Об этом надо будет потом говорить и вести переговоры с нашими донорами, с нашими бизнес-структурами. Я думаю, это даст нам новый толчок. Выявились очень много проблем в системе материальных резервов, в системе быстрого оповещения, реагирования и так далее, и так далее. Поэтому, я думаю, мы будем учитывать все недостатки, ошибки, и в дальнейшем будем всегда готовы реагировать на такие случаи. Спасибо.